матчевую пресс-конференцию главного тренера футбольного клуба «Динамо Москва» Марцела Лички. По традиции, ваш комментарий по матчу, Марцел. Так сейчас актуально очень рад, что мы победили. Только не, že мы победили, ale забили 3 гола. Потому что последние 4 игры наша реализация нет хорошая. И сегодня после 20 минут, где у нас были, думаю, 3-4 хорошие ситуации до забития голу, мы, как в тех последних играх, не успели. Po igre, ja думаю, že bola taký disciplinovaná igra dla nás. Próbovali zašišať tie bystré kontry i flangovú igru komandy Spartaka. Получалось неплохо, и když to, že tam v первом тайме были 2-3 хорошие východy, kde my думали, že все у нас под контролем, но за 2 секунды было все наоборот. To mi pokazali i v tajmu na video, aby игроки видели эти ситуации и их zachovanie. To всегда было после стандарта, да? Один раз угловой и один раз стандарт с флангу, когда Bitello сыграл этот мяч. И там было, я думал, že мою работу сделает мой друг и не сам, да. Vyhrali 3-0. Да, после 2 поражений Спартака всегда это как бы очень приятно, да. И я уже сказал, что сегодня них отдохнуть, но завтра утром уже думаем о факел, потому что нам нужна любая победа. Это уже история, эта игра. Нам нужно забирать очка в чемпионате, так aby my byli близко tej четверки, nebo v четверке впереди. Коллеги, есть ли вопросы? Пожалуйста. Марцел, как оцените чеканку мяча со стороны Нгамалё в центре поля в конце матча, которая чуть не обернулась выходом на ваши ворота? Имеет ли, на ваш взгляд, игрок вообще так играть даже при счете 2-0? Он má право так играть, только же не má право ten мяч потерять. Да? Это просто. Надо... Я после потери мяча, требования команды, есть какие правила, есть дисциплина, и надо делать свое дело. Наоборот, когда у команды мяч, там я хочу как бы и креативиту, так, aby ty игроки делали что другое, то, что соперник не ожидает. To, že Mumi tam 2-3 žongly сделал OK, ale nemôže potom, потому что Martins пошел в борьбу корпус, и он упал и думал, že судья mu to засвистит. Это мне болит. Stoj na nogách, jestli ty хочешь делать žonglerku, no ale stoj na nogách, daj tam korpus и продолжай, nebo dělaj, что хочешь. Ale nemôžeš думать, že ktoś чуть-чуть тебе... Это мужская игра, да? И не падать, как... To i девочки играют пожестче, než футболисты иногда, да? Поэтому это нет проблем. Проблем момент, когда он попадает вниз и думает, že судья ему засвистит фаул. Это проблем для меня. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Марцел, добрый вечер, добрый с победой. Вечер. Спасибо. Меня интересует вопрос Марцел Личка, мотиватор. Вы знали, что у вас, извините, я сейчас задам вопрос. Вы знали, что 3-е поражение вам от Спартака болельщики не простят подряд. Поэтому в любом случае я понимаю, что игроки сами это понимали, но как вы, как тренер иностранный, все-таки решили их мотивировать перед этим матчем? Человек старается мотивировать всегда, да. Приезжает Спартак, сейчас будет факел. Перед каждой игрой, да, пробуешь мотивировать игроки, разговаривать. Я, например, да, когда ты посмотришь то, что мы победили Zenit, это супер, хорошо, но ale мы потом не победим, например, игре дома с Нижним Новгородом, да, мы не победим в Казани, да. Если мы хотим играть там впереди, чемпионской игры идут через эти команды, которые там от 7 места и вниз. Уметь с этими командами добиваться 6 очек, да.
Выиграешь 1-0, сложная игра, но умеешь победить. И то, что делает, например, сегодня и Краснодар, да, делает свою работу правильно. Играет, забивает 1 гол, хорошо как бы дисциплинование на счет, и потом еще, как у них тоже хорошие и быстрые игроки, забивают на 2-0. И с другой стороны, дерби, Спартак, уже достаточно было проиграть там со счетом 5-1, да, 4-1 первая игра, 1-0 как бы там 2 недели назад. Понятно, že člověk nastrojuje na tak, aby играли агрессивнее, на скорости, и когда будет шанс, забей. Не думай, že se Spartakom budeš mít 5 ситуаций, и že ты потом забьешь 1 гол и выиграешь 1-0. Нет, потому что со Spartakom ta skorost впереди, и když я ожидал сегодня, že bude играть Соболев как нападающий, потому что у него 4 карточки, если хорошо помню, и не будет играть в воскресенье nebo v субботе. To byl dla mě čуть-čуть surprise, že вообще не приехал, ale другие игроки, которые выходили на поле, и потом ты замены, Промес, да, Тео, они очень быстрые, и всегда они могут сделать разницу и забивать ten 1 гол. Поэтому со Спартаком играть на 1-0 это очень тяжело. Я поэтому очень рад, že nám получилось под конец первого тайма забить эти 2 голина. И když Fama, когда зас Максименко рефлекс, как бы а-ла хоккейный вратарь, да, там рефлексивně забрал мяч. Říkám, когда забьем. И naštěstí получилось вторым ударом забить. И když мотиватор, no, человек пробует разговаривать, иногда шутит, иногда пожестче, как бы, да. Стараемся, no, работаем. Aby mentálně тоже byli silní, потому что Ахмад играли, например, хорошо играли, соперник 2 удара до ворот, 1 гол. И то, что мне понравилось, že продолжали играть. Получилось у нас забить гол. Потом, к сожалению, та наша работа на последних 20-25 метров нет хорошая. Там мы не умеем как бы решать еще, nebo не умеем. Я верю, že умеем, ale решаем плохо эти ситуации. Еще маленький вопрос. Федор Смолов сегодня отыграл весь матч. Означает ли то, что с Факелом он не выйдет с первых минут, или у него физическое состояние такое, что он в состоянии играть вот так вот 2 матча за неделю? Не, там сегодня Федя Смолов играл как нападающий, и второй игрок, который бы вышел на его позицию, как бы я заменил Федю, это был Грулев. Ťuka сегодня хорошо поработал утром, сделал свою работу, я его забрал в скамейку. Как бы что случилось, так можно на 10-15 минут bych его включил в игру, как бы было надо. Ale это был как бы мой план, že Федя будет играть, и потом, как бы что, Грул пойдет как девятка, как бы что случилось со Смолем nebo to. Кто будет играть в воскресенье, посмотрим, ale я рад, что Lisivoj, Smolov сейчас, Gladyshev сыграли там большинство игры, Smol 90 и Les plus Glady 75 минут. И как в Краснодаре эти два показали неплохую уровень и хорошую игру. То, что мне нравится очень здесь сейчас в российском футболе, что есть шанс играть ten кубок, как европейский кубок играешь, да, и мы попали в группу Спартак, Краснодар и Нижний Новгород. Это значит, сейчас Спартак идет на 3-м, я не знаю, Краснодар 1, да, Спартак тоже там наверху. И это дерби, да, это значит, že такие хорошие игры. И эти молодые игроки, которые играли сегодня без зase Glady, Zazvonkin, который входил, могут почувствовать эту атмосферу на стадионе, и для них тяжелая игра, да, потому что встречаешься там с Промесом, Мартинсом, да, Джикия, это значит хороший опыт. Я считаю, что надо отмечать не только ошибки судей, но и их хорошую работу. Согласны ли вы с тем, что сегодня Владимир Москалев отработал очень хорошо? Я уже то сказал. Не знаю, там, когда мы играли на Спартаке, проиграли 1-0.
За меня судьи свистел очень хорошо в той игре. Сегодня повторно могу сказать, у меня до судей вообще никаких претензий нет. Я думаю, что для них это тоже была хорошая игра, так как надо. Že já судейство и já nevidím, jaké další problémy se судейством, nebo v našich igrách, tak если буду говорить о наших играх, так там все хорошо, думаю. Коллеги, есть ли еще вопросы? Давайте. Ну вы поздравляли Оренбург после победы над «Зенитом»? Или, может, вас спрашивали, как обыграть? Не. Každý má свою мысль, каждый надо думать по-своему. Да, я поздравлял там Давида, понятно, и Диму Андреева, že поздравляю, супер, потому что nám god nazad не получилось, bylo 2-1 doma i na 93. 4. minutě oni nám zabili gol na 2-2. И это первая победа Оренбурга против большому Зениту, поэтому да, я поздравил и очень рад за ней. Takže super. Коллеги, если нет больше вопросов, спасибо. Спасибо большое. Хороший вечер. До свидания.